Первый пункт рабочей экскурсии – Зауральская теплоэлектроцентраль. Объект важный не только для города, но и для республики. Здесь гостями столицы рассказали, что ТЭЦ имеет уникальные характеристики и высокий КПД, а также продемонстрировали общие условия работы и поделились достигнутыми результатами. Пункт второй и не менее важный – одна из самых старейших и престижных школ города – гимназия. В ходе экскурсии директор школы Ирина Варламова рассказала о полной готовности учебного учреждения к новому учебному году. Гости города высоко оценили результаты проделанной работы и похвалили педагогический коллектив за достигнутые результаты. Ирина Варламова отметила, есть у школы и проблемы. Гимназии необходим капитальный ремонт, ведь водосточные трубы давно проржавели и требуют замены. Чиновники обещали разобраться и помочь в данном вопросе. Далее гости отправились в городскую филармонию. Объект для города знаковый. Ее состояние в настоящее время более чем плачевное. Напомним, во время пожара в сентябре 2015 года были полностью уничтожены второй и третий этажи и основная часть кровли. Планируется, что уже в скором времени здание восстановят, но это потребует немало сил и средств. Первоначальная стоимость ремонтных работ, согласно смете, достигает 155 миллионов рублей. Заключительной частью рабочей встречи стала работа чиновников с горожанами. В здании Центра детского творчества в течение 3 часов руководители различных министерств отвечали на самые животрепещущие вопросы сибайцев. Я узнала, что сегодня принимают министры по вопросам различным. И решила тоже обратиться к министру здравоохранения и к министру по социальной защите по вопросу о здоровье и предоставлении инвалидности. И думаю, что они меня выслушают, дадут какие-то рекомендации и помогут в решении моего вопроса. Администрация главы Республики Башкортостан регулярно проводит расширенные выездные приемы граждан с участием прокуратуры Республики Башкортостан, ассоциации юристов, а также около 10 министерств и ведомств. Данная практика показывает, что это очень полезно, потому что люди могут обращаться непосредственно к тем органам власти, которые отвечают за вполне конкретные вопросы, и прямо на месте люди могут получить ответы соответствующие. Такие мероприятия мы проводим уже в течение 1,5 лет. Мы выезжаем в города, в районы Республики Башкортостан, и такие мероприятия уже, можно сказать, достаточно часто, можно сказать, даже регулярно проходят по республике. Самый главный эффект здесь даже не то, что выслушали и приняли меры, а то, что здесь сразу единовременно принимают несколько органов власти, и то есть люди могут получить ответы на многие вопросы. Авзал Исламгулов, Алик Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.